День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. И о самых главных из них мы расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Инвестиционный климат, торы, социально-экономическое развитие региона, мост через Лену и многое другое. Столицу республики с рабочим визитом посетили полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, дальневосточные губернаторы и руководители федеральных структур. О чем говорили и о чем договорились. Сейчас реализуется программа социального развития центров экономического роста, где вкладывается 93 миллиарда рублей в течение 3 лет. В каждом регионе идет работа. Состоялось долгожданное открытие движения по мосту через реку Марха в Нюрбинском районе. Что дает жителям республики и всего северо-востока страны запуск в эксплуатацию этого стратегически важного объекта? Хотя сроки нельзя назвать рекордными в сегодняшнем мостостроении, но на это есть ряд причин. Тем не менее, сегодня мы получили этот замечательный объект, и люди могут им пользоваться. Переселение из ветхого жилья и проект «Чистая вода». Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ознакомился с ходом реализации нацпроектов в Якутии и ходом строительства нового жилья. Жилищная застройка в Якутске идет достаточно активно. Вот есть хорошие перспективные микрорайоны, которые требуют сегодня в том числе и федеральной поддержки. Несмотря на все предпринимаемые меры, мусорные конфликты продолжаются. В столице республики остро стоит проблема с мерзлыми бытовыми отходами, а нерюнгринцы продолжают жить как на свалке. Сегодня это вывозится в течение 5-6 дней, 10 бывают дома. Вывозится один раз. Что это повлекло? Повлекло увеличение грызунов, крыс, мышей, тараканы пошли. Обеспечение безопасности самолетов и их пассажиров во время полетов – главная задача авиадиспетчеров. Службы управления воздушного движения из Мирного, Нерюнгри и Якутска переходят на новый формат работы. Когда управление происходит с одного зала, это минимум согласований, более серьезное и глубокое прогнозирование потенциально конфликтных точек, потенциально конфликтных ситуаций. Ну и, соответственно, это ведет к увеличению, улучшению безопасности полета. К чему мы и стремимся. Это основная наша задача. Как стать компетентным специалистом в выбранной профессии? Кто окажет поддержку в обучении и трудоустройстве молодым кадрам? В республике стартовал 8-й открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Выбираем яркость, чтобы для видимости было. Выбираем ион. Что у нас здесь? Здесь у нас получается гидроксид натрия с индикатором фенолфталин. Пропускная способность Ленского моста составит более 5000 автомобилей в сутки. Об этом говорили в ходе осмотра места строительства объекта Юрий Трутнев и Айсен Николаев. Дальневосточный полпред подробно ознакомился с техническими параметрами проекта. Отмечается, что мост будет вантовым, двухполосным. Его протяженность составит более 3 километров. Глава Якутии отметил, что главная ценность Ленского моста заключается в его социальной значимости. Мы же имеем огромный социально-экономический эффект. У нас снижаются затраты на завоз на 4 миллиарда 100 миллионов минимум на год. Это за счет того, что у нас исчезает сезонность по Якутску, у нас и другим территориям. У нас возрастает транспортная доступность населения круглогодичная с 23 до 83. И само по себе мы сможем выходить уже на Западную Якутию не через зимники, как у нас сейчас происходит для всех компаний, а уже круглогодичной доступности. Инвесторы искали уже? На мост? Да. На мост уже есть потенциально желающих много. Но, естественно, не только строительство моста обсуждали в ходе рабочей поездки полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Якутию. За 3 дня полпред провел ряд важных для социально-экономического развития республики совещаний, на котором обсудили проблемы привлечения инвестиций, строительства социальной инфраструктуры в центрах экономического роста и ряд других не менее важных вопросов. Вместе с вице-премьером в Якутск съехались и губернаторы дальневосточных регионов и другие руководители профильных структур. О чем говорили и каков итог этих встреч в материале Ульяны Шагиной. Тепличный комплекс «Саюри» в селе Сырдах благодаря режиму ТОР и сотрудничеству 2 стран – Японии и России за короткое время из экспериментальной теплицы превратился в уникальный масштабный инвестиционный проект для Якутии. Может быть, назвать его экспериментом, потому что в таких условиях
такое строительство еще не было. Что пленка, как это все сделано. То есть, как можете даже посмотреть, получается теплица как пуховик. 2 слоя пленки, они надуваются воздухом, и получается как стеганый пуховик. И вот этот воздух держит тепло. Комплекс почти готов принять и третью очередь строительства. Это дополнительные теплицы. С их вводом Саюри сможет производить 1900 тонн зелени и овощей в год. Действительно, здесь есть чем похвастаться. Тем более полпред высоко оценил работы ТОР в регионе, а также поддержал предложение якутских властей расширить режим территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. Этот ТОР сегодня включает в основном небольшие проекты. Постепенно расширяется. Сегодня мы послушали 2 новых проекта, которые руководство Якутии предлагает включить в границы ТОРа, в том числе строительство верфи для речных судов. Мы тоже это предложение будем поддерживать. Также Александр Сергеевич предложил переименовать ТОР. Он говорит, что он у нас такой получается всепрофильный, поэтому он уже вышел за пределы Кангаласов, предлагаем его назвать Якутия. Но это их должно быть решение, если они считают, что это целесообразно, конечно, мы согласимся. Также в расширенные границы ТОРа Кангаласы помимо верфи войдут и ряд других проектов. На территории в 138 гектаров инвесторами сегодня заключено 17 соглашений. Общий объем инвестиций, по которым составляет порядка 3 миллиардов рублей. Мы сегодня предложили ряд проектов, которые вот сейчас Юрий Петрович затронул. Эти проекты связаны вот со строительством Жатайской судоверфи, это строительство круглогодичного детского лагеря здесь у нас под Якутском в Табаге и вопросы развития транспортно-логистического центра в Нижнем Бестяхе. Это все требует определенных решений на уровне правительства Российской Федерации. Мы предложение вот Юрий Петрович сегодня озвучили, внесли свои аргументы. И мы надеемся, что такое решение будет принято. И ТОР Кангаласы, а мы его на самом деле предлагаем уже переименовать в ТОР Якутия, уже будет пространственно затрагивать уже территории нескольких муниципальных образований нашей республики. Кангаласский ТОР сосредоточил в основном промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального комплекса. Все эти материалы могут широко использоваться и для улучшения общего облика не только столицы региона, но и сельских поселений. Тем более в последнее время в регионе все чаще говорят о развитии комфортной среды. Полпред отметил, что в этой области необходимы новые подходы, чтобы Дальний Восток стал центром притяжения как можно большего количества населения. Если мы говорим о комфорте городской среды, это ведь не только умный дом и не столько умный дом. Это прежде всего красивый город, красивая архитектура, архитектура, вписанная в ландшафты, а не просто, так сказать, насаженная квадратно-гнездовым способом. Это большие придомовые территории. У нас дома строятся так, что тень от одних домов перекрывает окна других. Так не должно происходить. На Дальнем Востоке места много. Это 40% территории страны. Надо строить так, чтобы людям жить было действительно комфортно. Якутия в этой связи в последние 2 года сделала огромный прорыв, считают московские эксперты, которые приняли участие в работе Дальневосточного форума «Умный город. Комфортная среда для жизни». Якутия себя на этом форуме среди остальных показала как очень энергичный регион, который, несмотря на 2 года существования вообще федеральной практики, уже имеет реализации. Это такая уникальная история, потому что Якутии сложнее, чем другим регионам. И плечо доставки, и производственные базы, которых здесь мало. Исторически сложилось, что мало, опять же, ввиду климатических особенностей. Вице-премьер осмотрел выставку Дальневосточного форума, где была представлена непривычная для Якутска концепция застройки столицы. А также IT-компании представили свои разработки для умного города. Петровичу показали виртуальную и дополненную реальность на основе разработанной библиотеки и на основе реального объекта. Дополненная реальность – это на основе BIM-моделей, куда можно будет погрузиться. То есть с телефона мы представляем определенную модель, которая отображается у нас на любом пространстве.
По мнению полпреда, социально-экономическое развитие Дальнего Востока – приоритетная задача. Сегодня в макрорегионе создано более 46 тысяч рабочих мест. Но этого недостаточно. Нужны еще и условия. Мы этим начали заниматься не так давно, 2 года назад, но у нас сейчас реализуется программа социального развития центров экономического роста, где вкладываются 93 миллиарда рублей в течение 3 лет. В каждом регионе идет работа. Как отметил глава региона Айсен Николаев, благодаря дополнительным федеральным ассигнованиям по этой программе в Якутии будут построены 3 социально значимых объекта – школа-сад в микрорайоне Кангаласы, круглогодичный детский лагерь и кардиоцентр. Вы видите, что здесь у вас строится координационный центр, и это, в общем-то, большие затраты со стороны государства, но это важно и нужно. Президент принял решение о строительстве моста через Лену. Я думаю, что это существенным образом оживит и возможности для бизнеса, и для производства, и для жителей сделать это более удобным. Тема привлечения инвестиций и динамика привлечения инвесторов, в том числе и иностранных, одними из первых обсудили на заседании Совета под председательством полпреда. И Якутия является одним из лучших по этой работе. Сегодня обсуждали, кто работает хорошо, кто работает плохо, что надо вместе сделать для того, чтобы на Дальний Восток приходило больше инвестиций. Я считаю эту работу очень важной, потому что если приходят инвестиции, значит растет экономика. Если растет экономика, значит больше становится бюджет и больше возможностей для улучшения жизни людей, и динамика жизни региона другая. Поэтому мы этим занимаемся. Если говорить о тех регионах, в которых эта работа организована лучше, то это Республика Саха-Якутия, в которой мы сейчас находимся. Мы не случайно к вам приехали. Это Сахалин, это Амурская область. Ряд регионов у нас пока находится в конце списка. Сегодня рост промышленного производства на Дальнем Востоке в 2 раза опережает среднероссийские темпы. И макрорегион сегодня реализует более 2000 инвестпроектов на сумму свыше 700 миллиардов рублей. И как отмечают на самом высоком уровне, Дальний Восток сегодня является флагманом в российской экономике. И Республика Саха-Якутия играет в этом одну из ведущих, если не главную роль. Ульяна Шагина, день за днем. Среди обсуждаемых на встречах был вопрос строительства аэропортов на Дальнем Востоке. Полпред президента отметил, по поручению Владимира Путина на территории Дальнего Востока должна быть построена наземно-авиационная инфраструктура. Также Росавиации будет дано поручение разработать электронный сервис, с помощью которого будут вести мониторинг объектов в режиме онлайн. Причем он должен быть доступен каждому региону, а не только Росавиации. На особый контроль взят и вопрос поддержки авиаперевозок пассажиров. На сегодня стоит задача обеспечить авиакомпании дополнительным финансированием, дабы помочь им субсидировать авиаперевозки внутри регионов, отметил Юрий Трутнев. Мы сейчас дадим поручение Росавиации разработать электронный сервис, в рамках которого мониторинг за строительством объектов можно будет вести в онлайне, чтобы эта информация была доступна не только Росавиации, чтобы она была доступна нам, Минвостоку, регионам, для того, чтобы мы могли вместе сверять и не затягивали этот вопрос, а сразу, как только возникает отставание по объекту, на это реагировать. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что при реализации столь масштабной работы по реконструкции аэропортов очень важен вопрос оперативного взаимодействия между заказчиками, подрядчиками, контролирующими органами и, конечно, республиканской властью. Конечно, сейчас очень много зависит от работы подрядчиков, от работы аэропортов Севера, от заказчиков Росавиации, ну и, конечно, региональная власть. Мы никоим образом не должны стоять в стороне и будем делать все, чтобы в установленные сроки реконструкция аэропортов, наших северных аэропортов, аэропортов Нерингри, Мирного, других районов Центральной Якутии была в срок завершена. Наша задача вместе с коллегами из Минтранса, Росавиацией, авиакомпаниями обеспечить следующее, чтобы эти объемы не снижались. Мы сегодня видим, что между региональными перевозками сумма сохранена. Большая работа еще предстоит для того, чтобы получить дополнительное финансирование для полетов в Москву.
Продолжаем тему авиации. Кто разводит в небе самолеты? В день над республикой пролетают сотни воздушных судов, а людей – десятки тысяч. Обеспечение их безопасности – главная задача Земли. Сегодня воздушное пространство Якутии разделено на 3 зоны. Ими управляют службы из Мирного, Нерюнгри и Якутска. Но уже совсем скоро эта работа будет централизована. Служба управления воздушного движения переходит на новый формат работы. Что это такое и как устроена земля авиации, расскажет Саргалана Захарова. В командный диспетчерский пункт обывателю не попасть. Объект находится под охраной, и пройти сюда возможно только после предварительного согласования. Именно отсюда координируются маршруты всех воздушных судов, которые пролетают над Якутией и акваторией Северного Ледовитого океана. А это до 600 самолетов за сутки. Наш проводник в закулисье авиации Николай Привалихин. Вот уже больше 20 лет он руководит службой управления воздушного движения. А до кресла начальника были 18 лет за пультом. И многие наши диспетчеры выбирают профессию по совету своих близких, родственников, знакомых. Я тоже не исключение. У меня дядя в свое время летал штурманом. Вот, и в конце школьного обучения я с ним посоветовался. Он посоветовал обратить внимание на работу диспетчера. И я сразу поступал на диспетчера. Бегающая стрелка и точки на темном круге. Они то появляются, то исчезают через каждые 20 секунд, меняя положение. Именно так выглядел раньше радар, по которому следили за движением в воздухе. Сегодня все по-другому, говорят диспетчеры. На экранах подробная информация о самолете, скорости, высоте полета, вплоть до количества топлива в баках. Развитие идет дальше. Рядом строится новый современный пункт, куда планируют перевести всю службу уже в 2021 году. В жизни все течет, все меняется. Конечно, мы привыкли к этому зданию, но здание старое, она 76-го года постройки. Конечно, есть уже проблемы здесь. И мы, честно говоря, рады тому, что у нас будет новое здание. Руководство нашего филиала достаточно много приложило усилий для того, чтобы это здание построить, ввести в строй. И мы с нетерпением ждем этого здания. Там более комфортные условия, новая аппаратура. Тем временем растет уже достойная смена старшему поколению. Раньше девушек не брали на эту должность, признается руководитель службы. Но сейчас представительницы прекрасной половины человечества наравне с мужчинами разгоняют самолеты в небе. Эта хрупкая, на первый взгляд, девушка сейчас управляет сразу 3 самолетами. Судно с минуты на минуту покинут аэропорт Якутск. Пилоты четко следуют инструкциям Людмилы. От ее работы зависит безопасность, как говорят авиаторы, на земле. Интересно, отправлять самолеты, наблюдать за ними, переговаривать с пилотами. Это прям интересно. Людмила – представитель молодого поколения диспетчеров. Сейчас проходит стажировку и пока работает под присмотром старшего коллеги. Ошибки и неточности здесь недопустимы. Зона руления – так называется часть, за которую отвечает девушка. Это практически вся территория аэродрома до взлетно-посадочной полосы. Ни один самолет не сдвинется с места без ее указаний и одобрения. Доброе утро, 18-й Донецкий, рейс 91 на Депутатский, шло просим 170, выход Тенди, Лукин, запасной Куйга, информация централизация. 48096, Якутск руление. Добрый день, рабочая длина ВПП 2248 метров, запуск разрешаю. И вот самолет на взлетно-посадочной полосе, финальная проверка оборудования, связи, разгон и в воздух. На этом отрезке сопровождают судно, так называемая зона старта. Дальше в радиусе 50 километров от Якутска зона круга. Самолет набирает высоту до 2500 метров и оказывается в зоне подхода. Здесь за его движением будет следить еще одна группа диспетчеров. В воздухе прилет-вылет, когда борты подходят к аэродрому, снижаются, то есть, и когда вылетают, набирают эшелон заданный. Вот именно этот пункт связан. Все, то есть, снижаются по схемам с определенных точек, белая линия, да, вот Абгур. И далее уже диспетчер круга, у него заходит на посадку, он так. А уже в воздухе на высоте больше 7000 метров все движение контролирует районный центр. Разводятся не только покинувшие или прибывающие в аэропорт Якутск, но и пролетающие мимо самолеты. Отвечаем. American 125. Якутск Control identified. Next report at Панар. Именно пролетающих транзитом больше всего, говорят сотрудники службы. Это и российские, и иностранные авиакомпании. Всего в сутки в воздушном пространстве Якутии обслуживаются 500-600 самолетов. Из них количество вылетов из аэропорта Якутск составляет всего 60-70 в день. У нас получается самый кратчайший маршрут сейчас проложенный из Юго-Восточной Азии в Северную Америку и
с Японии в Европу. Самый кратчайший маршрут. И очень выгодно летать через нас сейчас. Сейчас районный центр обслуживает 2/3 территории республики и акваторию Северного Ледовитого океана. Но уже 5 декабря планируется сделать управление централизованным. Когда управление происходит с одного зала, это минимум согласований, более серьезное и глубокое прогнозирование потенциально конфликтных точек, потенциально конфликтных ситуаций. Ну и, соответственно, это ведет к увеличению, улучшению безопасности полетов. К чему мы и стремимся. Это основная наша задача. Если на дороге водитель ориентируется по знакам и разметкам, то в воздухе пилот руководствуется указанием диспетчеров. От них зависит самое главное – жизни людей в воздухе. Только за 2 часа, которые мы провели в контрольном пункте, над нами пролетели больше 10 тысяч человек в самолетах. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ознакомился с ходом реализации нацпроектов в Якутии и ходом строительства нового жилья. Мусорная реформа по-прежнему буксует. Перед жителями республики по-прежнему остро стоит вопрос своевременного вывоза мусора и мерзлых бытовых отходов. Мы продолжаем. С официальным визитом в Якутске также побывал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Глава ведомства ознакомился с ходом реализации нацпроектов. В первую очередь с рынком недвижимости, переселением из ветхого жилья и проектом «Чистая вода». Как оценивает глава Минстроя возведенные объекты в Якутске, достаточно ли квадратных метров жилья? Об этом сюжет Юлии Великодной. Свой первый визит в Якутию руководитель Минстроя Владимир Якушев начал с посещения водоканала. Напомню, очистные сооружения, введенные в прошлом году. У жителей столицы региона вот уже год из-под крана течет чистая питьевая вода. Водоканал представил министру инвестпроекты, которые позволят добиться того же результата в других населенных пунктах республики. Город получил очень качественную воду. И самое главное, что мощность водоканала позволяет на сегодняшний день выдать по объему воду с запасом, что создает хорошие предпосылки для развития города, то есть для наращивания его потенциала с точки зрения жилищного строительства. И это, конечно, меня как профильного министра не может не радовать, потому что мы видим, что есть перспектива для застройки новых микрорайонов. Несмотря на активное возведение новостроек, проблема деревянного жилфонда для республики все еще остается актуальной. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Якутии предстоит расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилфонда. До 2024-го новые квартиры должны получить 60 тысяч жителей Якутии. Как ускорить этот процесс, обсудили на совещании главы субъектов Дальневосточного федерального округа. Сегодня идет реализация федеральных проектов расселения из непригодного для проживания жилищного фонда. Это тоже тема для республики очень важная, потому что достаточно большое количество домов, где сегодня люди проживают, мягко говоря, в условиях, которые неприемлемы для 21 века. Поэтому, конечно, вопрос переселения очень важен. Между тем, улучшать внешний облик города помогают строительные компании. К примеру, новый квартал возводят в микрорайоне Сайсары. Но тормозит реализацию многоквартирного жилого комплекса региональный закон. Тем не менее, лидеры в сфере строительства заручились поддержкой Владимира Якушева. Жилищная застройка в Якутске идет достаточно активно. Вот есть хорошие перспективные микрорайоны, которые требуют сегодня в том числе и федеральной поддержки. Мы обсудили вопросы о том, что это может быть сделано как в рамках федерального проекта «Чистая вода», так и по другим направлениям, которые администрирует наше министерство. Действительно, эти вопросы заслуживают внимания, потому что в городе есть достаточно хороший спрос на жилье. На совещании в режиме видеосвязи руководители дальневосточных регионов отчитались по реализации нацпроектов. Владимир Якушев обратился ко всем руководителям субъектов Дальневосточного округа. Если руками не будем заниматься и не создавать строительный комплекс,
то в конечном итоге ничего на территории Дальневосточного федерального округа происходить не будет. Если мы вместе с вами, министерство не открещивается от этой темы, и мы готовы в этой теме помогать, но только совместными усилиями. Если мы не будем с вами поддерживать и формировать качественных и полноценных застройщиков и проектировщиков, потому что качество проектных работ, которые сегодня в целом по России оставляют желать лучшего, и в том числе в Дальневосточном федеральном округе. И, как стало известно сегодня, строительство многоквартирного жилья в отдаленных арктических районах Якутии будет возобновлено с 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» почти после 30-летнего перерыва. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем между столичными властями и региональным оператором назревает конфликт из-за мерзлых бытовых отходов. Глава города пытается возложить эту работу на плечи регионального оператора. Кто в итоге обязан и будет убирать эти отходы с неблагоустроенного жилфонда? Смотрите в нашем итоговом сюжете. Значит, и регулятор, и Министерство ЖКХ, которые должны за всем этим делом присматривать и контролировать, делают все возможное, чтобы исключить неблагоустроенный жилой фонд. И вообще эта позиция в отношении неблагоустроенного жилого фонда, аварийного жилого фонда, она, в общем, начинает напоминать геноцид. Такая позиция у нас, у республиканских органов. Мы видим, что руководство города крайне недовольно состоянием неблагоустроенного жилфонда. И давайте разберемся, чьи же все-таки это полномочия по уборке мерзлых бытовых отходов. Понятно, что это жидкие отходы, которые при минусовой температуре превратились в мерзлые. Мерзлые бытовые отходы и не относятся к твердым коммунальным отходам. Это регламентировано федеральным классификационным каталогом, а также есть соответствующее письмо федерального органа Росприроднадзора. Основная проблема неблагоустроенного жилфонда в Якутске заключается в том, что жители этих домов сливают жидкие бытовые отходы в баки, предназначенные для твердых коммунальных отходов. Вот наглядный пример того, что происходит с железными контейнерами, предназначенными для ТКО. Их разрывает. Потом приходится их заново переваривать, это занимает время. Региональный оператор не только проводит разъяснительную работу с населением неблагоустроенного жилфонда, но всю осень своими силами вывозил эти отходы, которые не входят в тариф. Согласно закону и нормативно-правовым актам, которые действуют на территории Российской Федерации, ответственность по организации контейнерных площадок лежит полностью на муниципальных органах власти. А сами жители неблагоустроенного жилфонда жалуются на неудовлетворительную работу управляющей компании «Юнион». Люди тоже хотят жить в чистоте. Убирают, но не очень часто. Иногда бывает скапливаться так, что подойти даже невозможно. Особенно летом вообще не подойдешь. Здесь лужи такие, грязь по колено. Все время в резиновых сапогах ходим, чтобы добраться, чтобы вылить. Согласно закону, региональный оператор должен вывозить только твердые коммунальные отходы, а мерзлые – это те же жидкие. Мерзлые бытовые отходы должны вывозиться не в составе коммунальных услуг, то есть не в составе твердых коммунальных отходов. Да? Соответственно, организацией сбора, транспортирования таких видов отходов должно заниматься органы местного самоуправления. Чтобы содержать город в чистоте, региональный оператор запустил пилотный проект «Полезная бочка». А с 1 декабря этот проект будет запущен массово уже во многих округах Якутска. В свою очередь, мы не отказываемся убирать смесь организованных, то есть где конкретно у нас будут разделены жидкие бытовые отходы от твердых коммунальных отходов. Как мы видим, региональный оператор выполняет свои прямые полномочия согласно закону и готов взять на себя еще больше, только для того, чтобы город был чист. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Константин Сметанин, Якутия. День за днем. А проблема несвоевременного вывоза мусора и в городе Нерюнгли до сих пор остается актуальной. На этой неделе в городской администрации в очередной раз прошло совещание управляющих компаний и ТСЖ с региональным оператором «Переработчик». Изменится ли ситуация и какие меры для этого будут предприняты, узнала наша коллега Александра Цибикова.
С началом реализации мусорной реформы наша съемочная группа не раз отправлялась в рейды. Зачастую мы сталкивались с полными мусорными кабинами, забитыми стояками. Иногда даже подход к мусорным кабинкам был заставлен коробками и пакетами. А в некоторых домах и вовсе завален доверху. Ну, за последние месяцы, наверное, это последние где-то 3-4 месяца после начала реформы нашей мусорной. Мы тут уже не говорим о том, чтобы раздельно все это мусор обращались в НЖК. Но нам говорят, что мы теперь уже платим напрямую переработчику, сами жители. Договоров с компаниями у них нету. Поэтому мы остаемся один на один с этой проблемой. Буквально вот на днях обратно травили в подвале, и здесь вот травили мышей, крыс. Ну, бегут. Жильцы домов и работники, обслуживающие эти дома, в один голос говорят, что длительные заминки и проблемы с уборкой и вывозом мусора начались с начала текущего года, с началом принятия так называемой мусорной реформы. Отключают телефоны, на телефоны не отвечают. И вот так сидим. Уже неделя заканчивается. И когда это вывезется, этот мусор? Это безобразие началось, как перешли к переработчику. Говорят, что некому грузить. Почему некому грузить? Есть у нас, вот они, мы сидим. Это только одна бригада, а у нас 3 бригады. И все также сидят и ждут. Напомним, ранее плата за вывоз мусора входила в состав жилищных услуг, но с начала текущего года услуга стала коммунальной и именуется обращение с ТКО. Ежемесячная плата за данную услугу с человека составляет от 105 до 135 рублей. Но стоит признать, что МУП-переработчик столкнулся с множеством проблем. Это и неполадки технического состояния мусоровозов, разбросанность жилого фонда по городу, время погрузки мусора, зависящее от скорости работы грузчиков и, самое главное, нехватка единиц техники. Все это в совокупности на протяжении года не позволяло своевременно, то есть ежедневно по санитарно-эпидемиологическим нормам вывозить мусор. Сегодня это вывозится в течение 5-6 дней, 10 бывают дома. Вывозится один раз. Что это повлекло? Повлекло увеличение грызунов, крыс, мышей, тараканы пошли. Вот. Ну, стараемся вывозить, не считаемся ни со временем, ни с чем. Мы, управляющие компании, вдвойне даже платим людям в вечернее время, которые работают до 10 вечера, до 8 вечера, лишь бы только вывести этот мусор. Традиционно на совещании присутствовал начальник Роспотребнадзора Сергей Воробьев, который настоятельно рекомендовал переработчику составить четкий график вывоза мусора. В ходе дискуссии было принято решение составить его до 10 декабря, согласовать с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы с начала 2020 года работы по вывозу велись по утвержденному графику. Однако, чтобы сократить время обслуживания и не перегонять мусоровоз из одного конца города в другой, важно провести зонирование, о котором еще год назад говорил переработчик и, наконец, был услышан. Совещание, я считаю, очень удалось. Оно прошло, в протокольном режиме. Мы для себя наметили ряд мер, которые должны способствовать решению данной проблемы с вывозом своевременным мусора из кварталов. Это и зонирование по городу. Потом сегодня нам доложили, что добавится техника новая, объемная, качественная. Мы собираемся также вводить в городе контейнерный сбор мусора. Все эти меры, они должны привести к тому, что мы к Новому году должны, в принципе, разобраться. Также мы задали вопрос касаемо раздельного сбора мусора, к которому изначально стремилась данная реформа. Как пояснил нам переработчик, основная проблема в том, что правительством не разработана методика начисления платы за раздельный сбор отходов. На сегодняшний день утверждается инвестпрограмма строительства на территории Нерюнгри мусороперерабатывающего комплекса. На сегодняшний день мы получили в прошлую пятницу заключение Госкомцен положительное. Нам нашу инвестпрограмму Госкомцен согласовали. Сейчас мы подаем данную инвестпрограмму на согласование в Министерство ЖКХ. И в случае, если нам ее утвердят, с января месяца нам включат это в тариф. И с 2020 года мы начнем реализацию данного проекта. Если рассматривать национальный проект «Экология», утвержденный главой республики, то мусороперерабатывающий комплекс должен заработать до конца 2023 года. И самой радостной новостью для всех присутствующих явилось обновление парка автотранспортной техники. С 25 ноября были введены в эксплуатацию 2 ранее полученных мусоровоза с задней и боковой загрузкой, вместимостью до 100 кубометров отходов. На днях с города Арзамас выехал новый КАМАЗ, который будет задействован на МДЗ. Стоит отметить, что на сегодняшний день по городу на 9 участках работает 6 единиц техники, а с января 2020 года только у регионального оператора будет задействовано 12 единиц техники, а с привлечением подрядных организаций еще порядка 8.
Сергей Козюра, Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Состоялось долгожданное открытие движения по мосту через реку Марха в Нюрбинском районе. Ведущие специалисты федеральных центров здравоохранения дали мастер-классы для своих якутских коллег. Расскажем о новых методах работы с пациентами. Мы продолжаем программу. На ледовой переправе Хатасы-Павловск вновь открыто движение для автомобилей весом до 3 тонн. На выездах установлен пункт весового контроля. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта региона. В течение нескольких дней на переправе велись работы по устройству дополнительной резервной полосы и намораживанию льда. Отмечается, что на въезде на переправу организовано дежурство. Напомню, переправа была закрыта на несколько дней из-за провалившегося под лед грузовика. Безусловно, еще одним из главных событий этой недели стало официальное открытие моста через реку Марха. На федеральной трассе Вилюй это один из важнейших объектов не только для отдельно взятого Нюрбинского района, где мост по факту связывает 2 населенных пункта. Этот объект является стратегическим для всего северо-востока страны. Об этом репортаж Романа Савинова. Мост через реку Марху построен в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный правительством Российской Федерации. В торжественном мероприятии, посвященном открытию движения на объекте, принял участие глава республики Айсен Николаев. Вот, друзья, мост, который соединил не только 2 берега реки, но и связавший судьбы людей, наконец-то официально открыт. И по нему только что проехали первые грузовики, ознаменовав тем самым, что этот мост был построен на совесть, он крепкий и прослужит он еще долго, многие десятилетия. Строительство моста на реке Марха нюрбинцы ждали много десятилетий, ведь во время распутицы несколько сел оказывались отрезанными от райцентра. И вот, наконец, мечта многих поколений сбылась. Мост введен в эксплуатацию. Мы очень рады, что сегодня у нас в Нюрбинском районе открылся наш мостовой переход через реку Марха. И спасибо мостовикам за то, что подарили нам такой прекрасный мост. В состав мостового перехода через реку Марху входят самый большой в Якутии мост длиной 560 погонных метров и 2 средних моста через урочище Марк длиной 55 и 34 погонных метра. Общая протяженность участка с подходами составляет более 6 километров. Объект относится к разряду уникальных с пролетами, превышающими длину 100 метров. Длина мостового перехода 560 метров, и по классификации инженеров-мостостроителей это внеклассное искусственное сооружение. Опять же, сложные природно-климатические условия, особенности доставки материалов и конструкции организации строительного процесса. Это гидрологические условия, геологические условия. Но подрядная организация, специалисты, эксперты справились с этим блестяще, хотя сроки нельзя назвать рекордными в сегодняшнем мостостроении, но на это есть ряд причин, о которых я уже сказал. И тем не менее, сегодня мы получили этот замечательный объект, и люди могут им пользоваться. На федеральной трассе Вилюй построят еще несколько мостов. Проектирование 4 мостовых переходов через реку Вилюй начнется в ближайшее время. Самый крупный из которых возведут в Верхневилюйском улусе. Это еще один шаг по установлению постоянного круглогодичного транспортного сообщения по федеральной автодороге Вилюй. Мы, якутяне, очень хорошо помним, как еще лет 10 назад по этой трассе вообще невозможно было проехать ни летом, зимой с большими трудностями. А вот буквально за последние годы все преобразилось, идет очень большое строительство. И вот появление таких мостовых переходов, оно ведет нас к тому, что через некоторое время от Мирного до Якутска можно будет проехать без никаких паромов, без никаких разрывов. Проектно-изыскательские работы по мостовому переходу в Верхневилюйском улусе начнется уже в этом году. Ориентировочно длина моста составит 1,7 километра, а протяженность подходов 20 километров. Строительство данных объектов начнется в ближайшие годы после готовности проектов. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.
Насыщенной была эта неделя и для врачей столичных медицинских учреждений. Ведущие специалисты федеральных центров здравоохранения дали мастер-классы для своих коллег. Новым методом работы с пациентами научились врачи-сурдологи медицинского центра и хирурги Республиканской больницы номер 2. Далее в материале Дмитрия Тымырова. Как зовут тебя? Сколько Максиму лет? Молодец. Максиму только что настроили слуховой протез. Ольга Геннадьевна хвалит пациента за трудолюбие. Занятия с сурдологом не проходят даром. С каждым разом его речь становится все четче. После операции по внедрению кохлеарного импланта требуется какое-то время на то, чтобы протез стал принимать звуки и делить их на группы. Следующий этап самый главный – это настройка протеза, а именно, чтобы нервные окончания, получив звуковые электроимпульсы, отправляли их в головной мозг. И дальше мы начинаем заниматься выстраиванием баланса звуков, потому что микрофон слышит все звуки, которые его окружают, и все он отправляет их на имплант. Со временем, когда мы настраиваем, мы выводим вот этот баланс звуков на комфортный для человека, чтобы он разбирал речевые звуки, слышал слова, слышал звуки так, как они есть на самом деле. При потере слуха пациенты должны были сначала выезжать на операцию по установке кохлеарного протеза в центральные специализированные клиники страны, а после регулярно посещать клиники уже по настройке аппарата. Теперь многим пациентам не придется уезжать далеко за пределы региона. Поскольку не так давно начались на местном уровне вот это, поэтому существуют и какие-то проблемы, но которые решаются, начиная с того, что если бывают проблемы в настройках или само по себе, то есть сейчас задача такая, чтобы приблизить к пациенту, не отправлять пациента куда-то там, где он оперировался или куда-то дальше, а устроить это на месте. Врачи говорят, за последние годы количество людей, потерявших слух или с тугоухостью, становится все больше. Если раньше в мире на 1000 человек абсолютно глухой встречался один, сегодня таких 2 человека. Количество тугоухих тоже удвоилось. В Якутии кохлеарные импланты установлены у более чем 200 человек. А пока гости из Москвы и Хабаровска помогают своим коллегам настраивать слуховые аппараты, врачи-хирурги оториноларингологического отделения Республиканской больницы номер 2 учатся проводить сложные уникальные операции по устранению недугов пациентов с лор-патологией. Для них мастер-классы проводят хирурги научно-клинического центра оториноларингологии из Москвы. Уникальность данной операции заключается в том, что здесь проводится в буквальном смысле ювелирная работа. Как отметили гости из столицы, это одна из самых энергозатратных хирургических работ, которая требует мануальных навыков от врачей. Как бы 2 операции в одной. Операция достаточно сложная и в плане техническом, и в плане послеоперационного ухода за больным. Операция занимает порядка 2,5-3 часов под наркозом. Такие операции делают пациентам, у которых после ряда травм появляется деформация носовых перегородок, которые в последующем мешают им дышать. Врачебным языком это называют перфорацией перегородки носа. Эта перфорация является спонтанной. То есть пациенты самостоятельно убирают корочки, проводят туалет полости носа, что приводит в дальнейшем к атрофическим процессам полости носа и развитию перфорации. То есть она появляется самостоятельно после постоянных травм. Сегодня в стране лечение данного недуга поставлено на поток. Лечением таких пациентов занимаются ведущие центры здравоохранения. Мы сделали уже более 100 таких операций и у себя, и по стране в целом. И те доктора, с которыми мы работаем, которых мы регулярно учим, им показываем, рассказываем про эту методику, они совершенно спокойно, самостоятельно, при наличии хороших эндоскопических навыков, эндоскопической хирургии, уже начинают это делать. И вот благодаря проведению этого мастер-класса для наших докторов уже в ближайшем будущем такие операции будут доступны и у нас. А пока пациентов с таким диагнозом направляет федеральные центры. Довольно очень тонкая операция, и она выполняется, скажем так, в специализированных центрах. И после проведения мастер-класса, надеюсь, эта операция войдет и в наш обиход.
Сегодня отделение оториноларингологии Республиканской больницы номер 2 ежемесячно принимает более 300 пациентов. Через хирургические столы отделения проходят за сутки от 5 до 8 якутян. На своей практике они стараются применять современные технологии, чтобы каждый пациент получил качественную медицинскую помощь. Ежегодно в стенах головных медицинских учреждений республики проводится ряд мастер-классов и конференций, которые способствуют повышению навыков медицинских работников Якутии. И теперь для того, чтобы слышать звуки комфортно и дышать свободно, не нужно выезжать за пределы региона. Всему этому наши врачи учатся, не покидая свои рабочие места. Уже в следующем году для наших врачей будут также организованы повторные мастер-классы для закрепления навыков работы с пациентами. Дмитрий Тымыров, Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Ну а мы продолжаем знакомить вас с тем, о чем пишут газеты, выходящие в разных районах нашей республики. О самом интересном расскажем прямо сейчас. Проблеме самовывоза отходов посвящено интервью с государственным инспектором Алданского комитета государственного экологического надзора Светланой Дмитриевой. Как осуществляется транспортирование неопасных отходов 5 класса, в чем особенности обращения с твердыми коммунальными отходами, как должна осуществляться работа регионального оператора по обращению с ТКО, какие требования обязательны к исполнению и какие санкции предусмотрены для недобросовестных хозяйствующих субъектов. Ответом на эти и другие вопросы посвящена публикация в газете «Алданский рабочий». В прошлые выходные в поселке Тикси прошла традиционная улусная женская спартакиада среди трудовых коллективов, посвященная всероссийскому празднику Дню матери. В соревнованиях приняло участие 7 сборных женских команд из поселков Тикси и Тикси-3, а также поселка Быковский. В течение 2 дней представители разных профессий показывали свое мастерство в различных видах спорта. Это настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, национальные виды спорта, шашки, пулевая стрельба, дартс, фитнес и аэробика. Как проходили и чем закончились соревнования, пишет газета «Маяк Арктики» Булунского района. В Теплоключевской школе стартовала эстафета «Не меркнет память и огонь». На торжественное открытие пришли гости, социальные партнеры, работники музея и сельской библиотеки. Каждый класс рапортовал по номерам этапов эстафеты о готовности, называя имена ветерана войны или тыла. Всего ребятам предстоит пройти 16 этапов. На каждом этапе ответственный класс будет проводить мероприятия и акции, посвященные Великой Победе, и предоставлять отчет для передачи эстафеты следующему классу. Таким образом, копилка полезных и добрых дел будет расти, а в мае на финише эстафеты будут подводиться итоги. Об этом пишет газета «Тампонский вестник». Газета «Ленский вестник» пишет о состоявшемся традиционном конкурсе «Супермама-2019», в котором приняло участие 5 ленчанок. В рамках конкурса им необходимо было пройти несколько этапов: дефиле, представить социально значимые проекты, ответить на вопросы ведущего и раскрыть зрителям свои способности и таланты. Участницы отметили, что благодаря этому конкурсу им удалось получить интересный опыт и завести новые знакомства. В газете «Алекма» вы найдете материал о диктанте Аланхо, который писали в Алекминском районе в рамках активной подготовки к республиканскому эсэху Аланхо, который состоится в Алекминске в 2020 году. По приглашению Управления культуры в район для оказания методической помощи прибыли специалисты Республиканского дома народного творчества. Они проводят мастер-классы по традиционному исполнению Аланхо и игре на национальном инструменте хамусе. Золото и бронзу завоевали нерюнгринки на 5-м национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс», который завершился в Москве на прошлой неделе. Республиканскую сборную на чемпионате представляла команда из 21 человека. Всего в копилке якутян 4 медали, 2 из которых у нерюнгринцев. Об этом материал в газете «Индустрия Севера». Ну а сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее в программе. В республике стартовал 8-й открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Зима начинается с Якутии, стартовал самый холодный фестиваль страны.
Мы продолжаем программу. Уходящая неделя оказалась довольно богатой на различные новости и события, как хорошие, так и не очень. Вкратце расскажем о самых, на наш взгляд, важных и интересных из них. Вооруженный мужчина проник в здание спортивного комплекса «Мадун» в столице республики. Он успел нанести себе повреждения в область шеи, но был оперативно задержан и после оказания первой помощи госпитализирован в медучреждение. МВД установила личность мужчины. Им оказался 38-летний местный житель, в 2016 году привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. В Алданском районе выясняют причины ожогов глаз у студентов Алданского политехникума. Студентки первого курса самостоятельно обратились в Центральную районную больницу. Там они получили экстренную помощь и были отпущены домой, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии. Отметим, ранее в СМИ распространялась информация о том, что девушки получили травмы на учебе. В одном из классов в момент проведения занятий работала лампа для кварцевания. Телеканал «Якутия-24» начал вещание в цифровом формате. Передачи нашего телеканала теперь транслируются во врезках эфиров общественного телевидения России. Региональные новости, репортажи и документальные фильмы будут выходить ежедневно с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера по местному времени на русском языке. Их можно смотреть на 9-й кнопке первого мультиплекса цифрового телевидения. В городе Верхоянск температура воздуха на этой неделе опустилась до 52 градусов мороза. Кроме того, в поселке Батагай Верхоянского района температура упала до минус 51 градуса, а в населенных пунктах Момского, Емиконского и Тампонского районах опустилась ниже 45. Были объявлены первые актированные дни этой зимы. В Верхоянске не ходили в школу ученики с 1 по 9 классы. Остальные дети смогут не ходить в школу при минус 55 градусов. Напомню, в январе прошлого года температура воздуха в Якутии опускалась до минус 65. Также были утверждены определяющие показатели температуры воздуха в столице региона. Так, занятия в школах отменяются при следующей температуре воздуха. Минус 45 градусов с 1 по 5 класс, минус 48 с 1 по 8 класс и минус 50 не учатся все школьники. Актированный день объявляется по показателям метеостанций в районе Гемиина и аэропорта с учетом наиболее низкой температуры. Ну а как стать компетентным специалистом в выбранной профессии? Кто окажет поддержку в обучении и трудоустройстве молодым кадрам? 25 ноября по всей республике стартовал 8-й открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Все подробности в сюжете Полины Долинской. Впервые продвижение WorldSkills Russia в республике услышали в 2013 году. Тогда на базе регионального координационного центра прошел первый чемпионат профессионального мастерства по 5 компетенциям. Прошло всего 6 лет, а сегодня уже на 8-м открытом региональном чемпионате молодые профессионалы свою работу демонстрируют уже 128 площадок. В этом году в республике чемпионат проходит с 25 ноября по 6 декабря на нескольких площадках в 12 муниципальных районах Якутии. В числе одних из первых, кто начал свою работу, был город Нерюнгри. Девиз Союза молодых профессионалов на площадках Южно-Якутского технологического колледжа «Делай мир лучше силой своего мастерства». 40 экспертов, более 50 участников и огромное желание победить. Соревнования прошли по 4 компетенциям. У нас развиваются все направления в комплексе. Сегодня без цифровых компетенций специалист уже высококачественным считаться не может. Поэтому у нас традиционные компетенции остались. Это программное решение для бизнеса, видео, веб-дизайн и разработка. Новая компетенция цифровых – это видеопроизводство. Она включает в себе несколько компетенций, она такая симбиозная. И, конечно же, это наша мечта, которая сбылась. Это ремонт и обслуживание легкового автомобиля не просто как компетенция, а уже как специализированный центр компетенций, который мы аккредитуем в ближайшее время. Молодые профессионалы продемонстрировали свои навыки и компетентность и в столице республики. В Якутском автодорожном техникуме прошел чемпионат по обслуживанию грузовой техники. 14 участников встретились на 4 конкурсных модулях, чтобы продемонстрировать свои знания. За 3 часа, что были даны каждому конкурсанту, они должны были выявить и устранить неисправности в агрегатах. Участие приняли представители Ленского, Кобяйского, Намского и Верхневилюйского районов, а также студенты общеобразовательных учреждений города. В этом году появились 2 возрастные категории. Это юноши от 16 лет, а также категория 50+, навыки мудрых. Цели задачи нашего чемпионата молодым профессионалам, студентам образовательных учреждений более
познать автомобильную технику, совершенствовать свои навыки и потенциалы. Это очень хорошо потом применяется в выбранной профессии. В Алданском политехникуме в компетенции лабораторный химический анализ встретились студенты, будущие экологи. После торжественного открытия прошла жеребьевка, где каждый из конкурсантов ознакомился с правилами испытаний. После чего приступили к выполнению своего первого задания. Региональный этап чемпионата состоял из заданий по 5 модулям. По словам студентов-участников, к началу состязаний волнение, несомненно, возросло, но им удалось справиться со своими эмоциями и продемонстрировать свои знания. Выбираем яркость, чтобы для видимости было. Выбираем ион. Что у нас здесь? Здесь у нас получается гидроксид натрия с индикатором фенолфталин. Выбираем, вот, вводим. И теперь начинаем измерение. Вот у нас два электрода, они всегда должны стоять в дистиллированной воде, чтобы быть кристально чистыми. Начинаем измерение. В поселке Нижний Бестях соревнования проходили в транспортном техникуме в 4 компетенциях. Студенты и молодые специалисты-железнодорожники соревновались в умении управления перевозками на ЖД-транспорте, контроле состояния железнодорожного пути, экспедирования грузов и управления локомотивом. Развитию компетенций могу сказать, что чемпионат особенности проверяет студентов на практическую возможность студентов, на что они способны, что они должны продемонстрировать именно в своей рабочей профессии, ну и, соответственно, повышает престиж рабочих профессий. Сегодня чемпионат – это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Помимо соревнований предусмотрена обширная деловая программа. Круглые столы, семинары, дискуссии по вопросам реализации профориентационных проектов и развитию профессионального образования региона. Впереди у участников еще целая неделя насыщенной работы. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. В эти дни стартовал всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России и с каждым годом собирает все больше гостей. Главное событие фестиваля – это зажжение первой официальной новогодней елки страны с участием Деда Мороза, который приезжает из Великого Устюга, чтобы получить из рук Чингисхана символ холода. Также в рамках фестиваля проводится конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», праздник строганина, конкурс детского творчества «Бриллиантовые нотки», спортивные состязания по северному многоборью, игры народов Севера и многое другое. В рамках фестиваля также проходит ставший уже традиционным и всеми любимым кулинарный поединок «Вкус Якутии», в котором соревнуются более 10 ресторанов столицы. В этом году участники презентуют кухню Арктики и народов Крайнего Севера. Одна из целей организаторов – это возрождение старых национальных рецептов, утраченных сотни лет назад. Жюри оценивает блюда по вкусовым качествам, оформлению и подаче. Накануне ресторан «Тегандархан» представил свою кухню. Приготовили 5 блюд. Это строганина из хариуса и чира с замороженной печенью налима, на горячее оленина в морошковом соусе с костным мозгом оленя. На закуску ресторан представил аймиконского хариуса и малосольного тайменя. И на десерт авторское блюдо – куба. Мы сделали белого лебедя, потому что это, во-первых, тотем намского улуса. А намский улус, он для нас практически родной, потому что, как вы знаете, в следующем году ресторан «Тегандархан» справляет 25-летний юбилей, и первый его состав, включая бренд-шефа Иннокентия Иннокентьевича Старбахова, это работники намской столовой. И вот в память об этой красивой легенде, которая существует там, в Намском районе, и об этом в честь нашего юбилея наш шеф Константин Матананов разработал такой десерт. Называется куба, в переводе на русский «лебедь».
В воскресенье в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столичном спорткомплексе «Триумф» в 12:00 пройдет конкурс строганина. Будут подведены итоги фестиваля ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». В 16:00 состоится церемония зажжения главной новогодней елки на площади Ленина, а в 17:00 на площади Орджоникидзе якутский Чисхан передаст символ холода всероссийскому Деду Морозу. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.